Осетинский костюм – это не просто одежда. В нем отражены история народа и его характер. В осетинском традиционном наряде тесно переплетены несколько культур – древняя скифская, кубанская, аланская и современная осетинская. Так что смело можно сказать, что это платье совершенствовалось на протяжении нескольких тысяч лет. Не правда ли? Очень гордое и женственное. Кстати, в основе традиционного женского костюма мужской бешмет. Приталенный и подпоясанный он был очень удобен для воина. А в древней Скифии боевым искусством одинаково хорошо владели и мужчины, и женщины. Так что прообраз осетинского костюма носили еще амазонки. В скифской культуре берет начало и традиция так называемых ложных рукавов. Эта деталь подчеркивала праздничность одежды высших сословий. В таком наряде просто невозможно было заниматься домашними делами. Древнее происхождение осетинского костюма подтверждено археологическими раскопками. Сидящая богиня на золотой пластинке, у нее рукава, которые остинки носили еще в 19 веке, ложный рукав так называемый, и богиня восседает на троне, и перед ним стоит царь. Одинаковый костюм взят фотографий ложного рукава, и что эта скифянка сидит, богиня, что современный осетинский костюм. Ни одна деталь осетинского костюма, утверждают ученые, не появилась случайно. Приталенный фасон подчеркивал стройность горянки. Красный цвет наряда служил защитой от сглаза. Такую же функцию выполняли серебряные застежки на груди и орнаменты. Сегодня на улицах Владикавказа, конечно, не встретишь женщин в национальных костюмах. Осетинский наряд нынче живет на сцене. В танце раскрывается красота платья. Плавные движения осетинского танца приглашения хонга возможны только в национальном наряде. Раньше этот танец в буквальном смысле решал судьбы молодых людей. Приглашая девушку на танец хонга, молодой горец тем самым без слов признавался ей в любви. Танец становился предвестником скорой свадьбы. Так наряд стал считаться свадебным. Свадебное платье шили из красного бархата. Именно красную осетин в древности олицетворял невинность и чистоту. Во Владикавказе есть мастерские, в которых над каждым национальным платьем работают, как и раньше, только вручную. На традиционной основе рождаются модные, эксклюзивные свадебные наряды. Готовимся к встрече с красотой. Какая прелесть! Они как из сказки. Всем, кто считает, что свадьба – ритуал необязательный, срочно сюда на экскурсию. Осетинский свадебный наряд изменил цвет в середине 19 века под влиянием европейской моды. Но и на белом платье детали костюма и вышивка остались прежними. Вот курат – это фартучек и нагрудник, который мы одеваем внутри халата. А потом уже одеваем халат. Это уже вот конец 19-го, 20-й. Вот сейчас вот такое платье мы уже видим. Оно уже и по длиннее, прям в пол. А раньше бешмет он был чуть ниже колена. Халат или по-осетински ражгом – самая нарядная деталь костюма. Но только сшитый по всем канонам он станет для невесты настоящим оберегом. Женский костюм, он вообще несет сакральный смысл. Здесь продумана каждая деталь. Тот же самый орнамент. Он является, во-первых, оберегом. Он бывает из цветочных каких-то мотивов, из растительного мира. Полочки, рукава и подол платья в обязательном порядке украшают растительным орнаментом. Узор символизирует счастливое материнство. Считается также, что он оберегает невесту от сглаза. Широкий висячий рукав также приобретает в свадебном наряде особый сакральный смысл. Женщина – это богиня-мать, богиня-птица. И вот эти надрукавники, они как бы олицетворяют птицу, и вот как бы крылья она распахивает. Дизайнер Залина Плиева убеждена, платье должно выглядеть богато, но не кричаще. Тогда каждая модель найдет свою невесту. Вообще каждое платье красивое. Как на чем-то одном вообще можно остановиться? Как девушки выбирают их? Они ориентируются на моду, что-то мы подсказываем. Например, года 2 назад были платья в моде гипюровые. А уже последние года 1,5 уже как-то возвращается обратно орнамент. Там это платья, украшенные камнями сваровскими, жемчугом. Это все ручная работа. Над одним платьем трудится около 7-8 человек.
Эксклюзивное свадебное платье – это не меньше месяца напряженной работы. Фурнитуру для украшения привозят со всего мира. Японский жемчуг, бисер, блестки, кристаллы. Глаза разбегаются. Кристалл с одной стороны желтый, с другой стороны оранжевый. А вообще на самом деле он фиолетовый. И сразу хочется расшить именно ими. Но орнамент у нас требует совсем другой цветовой гаммы. И так рисковать нельзя. Но даже эта вышивка с нежным отливом зеленого уже смелое новаторство. Еще пару лет назад ни одна невеста не решилась бы на такой наряд. Сегодня дизайнеры настолько умело сочетают древние традиции с блеском современности, что модницам не устоять. А чтобы расшить наряд, требуется огромное терпение. Конечно, в старину в горных аулах женщины о бисере представления не имели. Орнамент на платье вышивали золотыми нитками. И в искусстве золотого шитья осетинским рукодельницам не было равных. Секреты древней аланской технологии вышивки живы и сегодня. Осетинскую невесту невозможно представить без шапочки и фаты, вместо которой раньше был платок. Шапочка имеет форму усеченного конуса. Ее также расшивают растительным узором, чтобы отвести недобрые взгляды. Предки осетин считали, шапка и фата – символы невинности девушки. В древности украсть шапку невесты во время свадьбы значило нанести большое оскорбление роду жениха. И, наконец, главный символ счастья и безбедной жизни – это пояс невесты. Создание женского серебряного пояса – мужское занятие. В Северной Осетии ювелирным делом в старину занимались исключительно мужчины. Шикарный пояс рождается из невзрачных заготовок. Детали орнамента создаются отдельно, а потом крепятся к основе. У женского пояса есть и маленькая хитрость. Вот подгоняем. И для этого есть вот как вставка. Шпильки тут и снимается вот так. Можно добавить, да? Можно добавить, можно снять. И подгоняется таким способом. Ну да, вот соединить. Просто и все. соединить нужно четко. Если И невеста все. успеет постройнить до свадьбы, то одно звено можно вытащить. А если не успеет, придется так выходить замуж. Украшенный драгоценными камнями, пояс невесты во все времена имел большую ценность для осетин. Он подчеркивал силу и мощь рода невесты. Его передавали из поколения в поколение и считали семейной реликвией. Вот только теперь образ невесты можно назвать полным и законченным. Пояс – главный оберег в свадебном наряде. Именно серебряные ювелирные изделия придают осетинскому платью особый шарм. Раньше все они служили застежками, а теперь просто украшения. Наряжать невесту очень волнительно, даже во время обычной примерки. Нагрудные застежки, сделанные из серебра, самый яркий элемент свадебного наряда. Они символизируют древо жизни. Невесту в осетинском фольклоре часто сравнивали с плодоносящим деревом. В доме мужа с ее приходом связывали надежды на продолжение рода, благополучие и богатство. Свадьба для осетинской невесты – настоящее испытание. В доме жениха девушке придется весь вечер скромно стоять в углу, чтобы понравиться родственникам будущего мужа. Даже улыбка должна быть еле заметной. Поэтому вся надежда на платье. Оно поможет невесте преподнести себя с лучшей стороны. Оно само настраивает тебя, само дает ощущение стройности, подтянутости, само указывает тебе, как стоять, как себя вести. И все внимание на него. И хочется, чтобы все внимание было на него. И хочется показать его гордо. Древний осетинский костюм в наши дни получает новую жизнь, вдохновляет на смелые эксперименты. А результат работы осетинских мастериц можно увидеть на настоящей осетинской свадьбе.